Испытано на себе. Родители выпускников республики сдали ЕГЭ по русскому языку. Всероссийская акция проходит в 5-й раз. На экзамен решились более 300 участников в 15 муниципалитетах. Всю процедуру от регистрации на входе до работы с заданиями прошли и общественники, журналисты, представители органов власти, в том числе министр образования региона Наталья Якимова. Пошаговая инструкция к ЕГЭ в материале Ольги Коняевой. Вы берете только ручку, а раздеваться как делать? При входе проверка паспорта, термометрия, дезинфекция. Верхнюю одежду и личные вещи оставляем. Затем регистрация, сканирование металлоискателем и сразу в аудиторию. Ждать, когда соберутся все участники, не придется. В этом году правила изменились из-за ковидных ограничений. Ваше место в аудитории 1В. Рассадка с дистанцией, маски, рециркуляторы, санитайзеры для родителей – все максимально приближено к реальности с учетом мер безопасности. У воркутинки Жанны Артамоновой ЕГЭ будет сдавать уже 3-й школьник, но мама по-прежнему волнуется больше, чем ребенок. Потому и пришла снять предэкзаменационный стресс. Честно говоря, не могу сказать, что у меня ребенок очень переживает. Вот я переживала, и он меня учил дома, как собраться, как себя вести, как не волноваться. Вот, поэтому еще неизвестно, кто кому поможет. Вот, но мне очень хотелось узнать, как это все будет выглядеть и вообще изнутри это все прочувствовать. 2 аудитории по 15 человек в каждой. Вся процедура проходит по строгим правилам. Шаг вправо, шаг влево, удаление с экзамена. Это родителям кажется самым страшным, а вдруг ученик сделает что-то не так. ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, которые вам предстоит пройти и вашим детям в том числе. Будьте уверены, каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Сами требования несложные. Не приносить вычислительную технику, аудио, видео, фотоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки, попросту шпаргалки и любые средства хранения и передачи информации. Запрещены передвижения без сопровождения организатора. Также запрещается разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. На столе гелевая ручка с чернилами черного цвета, паспорт, лекарства и питание при необходимости. Бумага для черновиков со штампом школы. Как правильно оформить все это? Нельзя перед этим спросить. Да, я вам буду рассказывать, мы будем вместе с вами все заполнять. Дети научились, мы тем более. Русский язык обязательный для сдачи ЕГЭ. Для родителей всего 3 задания, но подобных тем, что получат выпускники. И 30 минут на выполнение. Уважаемые участники экзамена, экзаменационные материалы поступили на электронном носителе. И сейчас в вашем присутствии будет выполнена печать. Тут же в аудитории распечатка КИМов, то есть контрольно-измерительных материалов для каждого ученика. Важно проверить комплектацию и штрих-коды, затем безошибочно заполнить бланки регистрации. И только потом можно смотреть задания. Оценки родителей будут известны 30 марта. Учителя русского языка в пункте проведения не находятся, но как только все завершится, мы их приглашаем, они на местах проверяют, и мы всю информацию предоставляем управлению образования. А уже родители, обратившись в управление образования, узнают свои результаты. Зачем проводится акция? Ну, во-первых, снять психологическое напряжение, показать общественности всю процедуру от начала до конца. Ну и, естественно, потом родители, которые будут участвовать сегодня в акции, расскажут об этом знакомым, друзьям, своим детям, другим детям. Ну и это тоже поможет снять психологическую напряженность. Каждый муниципалитет провел акцию в каникулы в удобное время. В Инте испробовать силы пришли родители учеников разных классов. Оказалось довольно-таки так сложно, все-таки напряжно, и вот пришлось даже немножко покопаться, посмотреть, что там случилось. Так что буду сейчас уже знать, что вот не зря она сидит за уроками. Для нас, я думаю, не очень сложно, да, но а для детей не знаю. Вот. Но все, в принципе, я думаю, что они справятся. В системе ЕГЭ мы живем 20 лет. Школьников к оценке знаний в таком формате готовят с начальной школы. Такие акции сделали единый госэкзамен понятнее и для родителей. Главное – правильно и позитивно настроиться. Мы стараемся сделать все, чтобы дети могли прийти и думать только о своей победе, о своей удаче. Хотелось бы пожелать, чтобы все наши выпускники и их родители спокойно готовились к этому важному испытанию и набрали максимальное количество баллов по всем выбранным предметам.
В этом году единый госэкзамен будут сдавать 4077 выпускников школ Коми. Уже в середине апреля 11-классники напишут итоговое сочинение и изложение, которые станут допуском к государственной итоговой аттестации. Досрочный период проведения экзаменов в связи с эпидобстановкой отменяется. Основной период с 31 мая по 2 июля, дополнительный в середине июля. Сроки будут увязаны с графиком приемной кампании в вузы. Все успеют подать документы. Ольга Коняева, Ирина Шумихина, Елена Лузай, телеканал Юрган.